Привет, всем любители пива, с вами Ян Калка, у нас на обзоре Богемский Лев от Лидской пивоварни. До этого я уже обозревал темный вариант, но в рамках того, что я переснимаю все линейками, добавился еще Лев светлый. Имеем пиво светлое, пастеризованное, светлое, Богемский Лев. Масса, доля сухих веществ в начальном сусле 10, десятка типовая, алкоголя 4,2. Состав: вода подготовленная, специальные пивоваренные солода, солод светлый пивоваренный, ячменный, хмель гранулированный Богемия или хмель гранулированный Саазер, не Сааз, а Саазер. Экстракт хмеля, СО2, экстракт хмеля. Разлито в 0,5 бутылку 02.09.22. Б, значит у нас здесь с хмелем Богемия. И старый добрый дружок, не совсем добрый, по-моему, я ставил темному двойку, если не ошибаюсь. Обратно же 0,5 бутылка 10.02.23, более свежее пиво изготовлено. В составе: вода подготовленная, солод светлый пивоваренный ячменный, солод пивоваренный ячменный карамельный, сахар, сахарный сироп карамелизированный, солодовый экстракт. Привет тем, кто кричит, что солодовый экстракт не используется. Хмель гранулированный, СО2, экстракт хмеля. Начинаем, как всегда, со светлого. Наливаем. Неплохой цвет. Такая среднезернистая белая пенная шапка. Каждый раз показываю, не уверен, что она снова сфокусируется. Наверное, не сфокусировалась. Где-то вот здесь фокус будет, да? Средняя дозация, даже я сказал бы, довольно сильная. Аромат неплохой, хмелевой аромат. Зерно. Зерновой такой, чувствую, будет солодовый. Чуть хмеля травянистого. Ничего плохого в аромате я пока не слышу. На вкус? На вкус сладкое. Есть небольшая горчинка, приятная, кстати. Медовое что-то есть и в аромате, и в вкусе. Я не думаю, что это дефект, хотя... Да, неплохая горчинка есть. Для десятки вполне себе. Пока оставляем, это баллов. Это пока на баллов, не знаю, 6. На баллов 6 точно это пиво. Я прям приятно удивлен. Темный вариант. Все, кстати, пробки не брендированы. Это минус. Крупнозернистая пенная шапка. Рыхлая, если видно вам на камеру. Его по цвету не черная. Темно-темно-темно-янтарная. Пенная шапка также не белая, а коричневого цвета. В аромате пустое. Чуть сладости, никакой карамельки, ни шоколада, ничего нет. Да, пена уже ушла, как видите. Пробуем на вкус. Очень сладкое. Это квас, я даже не назвал это пивом. Квасное. Без хмеля. Просто водичка подслащенная. Сейчас кофейные какие-то пошли. В аромате, насколько я помню, в прошлый раз пошла кислота. Просто сладкая. Водичка с послевкусием, как я называю водопроводки, когда абсолютно нет никакого послевкусия. Просто сваливается в воду, не сбалансированное. Вот это никакое пиво. Пока оно не кислит, это балла 3-4. Посмотрим. В прошлый раз оно у меня закислило, когда постояло, и это была двойка. Здесь неплохой вот этот, именно с Богемией. Вот эта бутылочка именно с хмелем Богемия. Да, есть вот этот чешский
Чешский стиль травяной такой. Чуть даже может елочек таких. Не только луговые травы. Что-то медовое есть. Пенная шапка осталась. Охраняет нас. Да. Чуть солодовая. Чуть печенье. Послевкусие небольшая горчинка. Не приторная. Еще то условие, что оно не охлаждено. Если его охладить, то это вообще класс. Для лета 4,2 алкоголя. Круто. То, что Улицкая сварила вот сейчас, типа молодежное для лета, там и 4,6 алкоголя, насколько я помню. Какое нафиг лето? Для лета это максимум десятка, как здесь, и 4 алкоголя, 4,2 выше потолок. Вообще летом нельзя пить алкоголь. Улицкая литбира, да, посмотрите вверху ролик, и я скину ссылку. Якобы это молодежное летнее пиво. Если вы поставили на задний фон лед, то это не, и выбрали пиво в 4,6, это не значит, что оно будет легко питься летом. Тем более 4,6 алкоголя. Это, ну, это жопа. Вот это, кстати, да. Вот это отлично. По аромату вообще баллов 8. Ну хорошо. Давайте. Готов подвести итог. Закислила. Закислила. Готов подвести итог. 2. Темному оставляем двойку и не рекомендую. Богемский лев светлая, именно с хмелем. Богемия, он в разных вариантах идет. Это пиво я рекомендую. Отличная десятка в чешском стиле. 7 баллов. С учетом цены где-то 90 центов, там 2,70, 2,80, 2,80 рублей оно стоит. Я рекомендую. Чисто для десятки, не пусто. Есть небольшой хмель. Да, солодовенькая, но хмелек есть. В аромате очень вкусная, хмелевая. Да, это очень хорошо. За это лайкос еще один. 2, в общем, по баллам. Это 2, это 7 баллов. Не знаю, как умудрились в одной линейке такие разные напитки произвести в виде, но это мое субъективное мнение. И можно соглашаться, можно не соглашаться. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. С вами был Ян Калка. До новых обзоров. Пока.